Пинде шитсер херхемеш шулзенде ужелатвыл школ. Вот чаунда бренне чаваш полный делал. Никита Яковлевич Мичуринен аслашы. Шанбада сиргүле эшлене, гайра нашы эшле бушланы. Хойде хадерленне сиргүле эшлеме. Кен семинаринде гайран академия дузагураш. Тагырбын пинде житсер тагын житсемеш шулда. Мәжін бол калыбыр манаха гаян. Не скоро у нас появится личность такого масштаба, как по словам, как говорил Клапрот, это Никита Бичурин сделал столько, сколько мог сделать целое ученое сообщество. Чамба Россия халықне, шак тілін милли халық шинжен, милли евр булзанда, был калазагдардас эмитлі булна. Мне кажется, что главная сущность его жизни была именно вот его работа, его труд. То есть он идеализировал Китай, его за это упрекали. Он, в общем, любил и объект своего исследования, и любил свою работу. Вот это самое главное. В 1886 году, разбирая маленький сундук, в котором хранились деловые бумаги, мне попалась небольшая шкатулка. В ней во время молодости я хранила дорогие мне вещи. Перебирая одну за другой, я наконец нашла маленькую коробочку, а в ней монашеские четки. При взгляде на них сердце дрогнуло от дорогого воспоминания. Эти четки принадлежали моему дедушке, Иокинфу Бичурину. Нашлись еще в сундуке две пожелтевшие временем тетради, составлявшие начало дневника, который я вела в самой ранней молодости. Все эти тетради давно потерялись, и найденную я тоже хотела бросить в топившуюся печь. Но вдруг остановилась и стала перечитывать. Мало-помалу в душе моей поднялся целый ряд воспоминаний, а среди них яснее и живее всех выделялась высокая худощавая фигура отца Иокинфа. С бледным выразительным лицом, с живыми умными глазами, над которыми чернели густые брови, с черными со значительной проседью волосами и длинной бородой. Именно таким я его помню с самого раннего детства. Иокинф Бичурин был мой родственник со стороны матери. Он был ее двоюродный дядя. Ее отец, Александр Васильевич Корсунский, и Иокинф были двоюродные братья и большие друзья. Мать Иокинфа приходилась моему отцу родной теткою, и они оба были вместе в семинарии, которая во время их пребывания была преобразована в академию. По окончанию курса они оба полюбили одну и ту же девушку, Татьяну Лаврентьевну Саблукову, жившую со своими родителями также в Казани. Они оба ухаживали за ней, но никому из них она не оказывала предпочтения. И тогда они порешили между собой, чтобы не ссориться и сохранить вечную дружбу, сделать предложение вместе. А тот, который будет выбран, женится, а другой пойдет в монахи. А выбор пал на Корсунского, и Иокинф, исполняя уговор, принял монашество. За достоверность этого рассказа я, конечно, поручиться не могу, но вместе с тем не вижу основания сомневаться в его правдивости. Никита Яковлевич Бичурин, Яков Данилов, тогда Акулина Степанова семьенде, Успенская Акулева Яленде, Пиндеситер Ситмерзитимаш Щелда Щурална. Его мама была выходцем из Симбирской губернии, из Корсунского уезда. Вот он чен темеже жил маларах, взен ашы, аслашыда тебір ялда болна, инзехмар ялда. Марадунда шав тепнер ялне службу на буратте аслашынде, кайран ашында хавланат болмала. Мара өзем бурнзан шинер бушал не гужаще. Тен тергüşünüzü, көзен әдізіне
Хойзен шулебех время я мала bunu. Şağın bavara 9 yılda Nikita'nан Свияжскри, нот то школ не врент мияраще. Унгышен малала пелю бухмаларавала кузанды, тень семинарий не время гаят. Вот такой эрудированности Бичурина с ранних лет, наверное, сказалось то, что он с малых лет овладел и русским языком. Эту семинарию опекал, курировал и даже контролировал Амвросий Подобедов, архиерей Казанский. И архиерей ввел светские дисциплины, поощрял занятия поэзией вот этих семинаристов. Фактически они чисто духовные, такие религиозные деятели должны были быть. Но Казанская семинария была единственная в России духовная семинария, которая целенаправленно готовила миссионеров для азиатской части России. Он бывал у нас очень часто, гостил неделями, месяцами, а летом жил всегда с нами на даче. Первое о нем воспоминание, смутное и неясное, относится к 1840 году. Я была тогда еще ребенком. В марте месяце этого года умерла наша бабушка Татьяна Лаврентьевна. Да, та самая бабушка, которую некогда любил отец Якинф. Называл он меня моя махонькая, козочка, золотая курочка, но чаще махонькая. Дедушка не любил и сердился всегда, когда наказывали детей, а в особенности терпеть не мог Роск. Он горячился, бранился и доказывал, что наказывать детей не следует. И в Китае никогда не наказывают, а между тем китайцы умные и хорошие люди. Когда дедушка обедал у нас, то вечером всегда играли в карты. Он постоянно сидел на одном и том же месте с сигарой во рту и стаканом чая на столе. А чай он всегда пил без сахара, но очень часто насыпал соли в него, что очень меня удивляло. Бичурин еще с ранних лет, да, будучи семинаристом, писал стихи, оды. И одну из од он посвятил Амвросию Подобедову. Ну, это было сочинительство, в принципе, не то чтобы вот работа такое, знаете, или хобби, увлечение. Вот так вот какому-то случаю он мог написать стихотворение. Чемалдандаг пиндеситсер тахарун билигамиш шулдадухна вижесавон. Привел выросла, телек сон ятла выросла. Ондан юра ятла авал хигрекла. Тогда вещами же чавашла, вижесаводухна. Паяны бир айла тайнатпыр, бора бірлі хыбірбе галатпыр, паяны бир идах савнатпыр, бүрсе жыратны санын кон. Тав атте бире врент нижин, рехмет санах ворман нижин, вадалы чен дилейлі бол, но май жыл бурны чен зыл бол. Никита, хой килне, хош ялдан килнине палыртна документе замещенде. Бичурина ялендень вал унда время кайны. Сян бадана Бичуринский хужамат пана. Ся хужамат вара благодарный земень Бичурин хужамада кузять. Ана информатория учительнелардашы. Вырысчылги не врентме майбарашы. И вот есть такая версия, что разные версии, почему Бичурин принял монашество, имея такую неистовую натуру. Но вот одна из версий состоит в том, что в черное монашество убедил отца Якинфа перейти именно отец Амвросий, архимандрит Амвросий. Амвросий Подобедов, он учителя Пулышный бей, она иркутскине ярася, иркутскра, тень семинарий, ректора был задрат. Такие вот как бы отношения учителя и ученика, они вообще очень важны для формирования любой личности. Вот. Тем более, что лишен был, фактически был лишен родителей, поэтому... Теперь темиже у их ранах на архимандрит тузахуна, ундан гайран. Тогда бачиккен самбек, бачиккен мар ховырттан үссе буна, шанбада малаха гайден он жухне пиде узыллы буна. Шамлык син земжен уйрымак. У Бичурина умерла мама. Видимо, даже из-за преследований первого священника Прокопьева.
Отец у него был в подчинении, да, отец Никиты Яковлевича был у него в подчинении у этого первого священника, и вынужден был терпеть. И Бичурин сам, Никита Яковлевич, тоже вынужден был терпеть. И отец начал выпивать после смерти Акелины, значит, матери Никиты Яковлевича. Его перевели в Троицкий монастырь, в Чебоксары. И Бичурин приезжал к отцу. Они вместе не раз, значит, проходили по этой дороге, по этому пути. В моем же воспоминании сохранился его образ глубоким стариком. И в это мгновение, когда я пишу эти строки, он стоит передо мной как живой. Был он высокого роста, держался совершенно прямо. Лицо бледное, очень худое, с провалившимися щеками и выдающимися скулами. Открытый большой лоб, а между бровей глубокая морщина. Губы довольно толстые, глаза большие, темные, блестящие и живые. Побелевшие жиденькие волосы на голове и почти белая, густая борода. Движения быстрые и нетерпеливые, характер вспыльчивый, раздражительный, иногда резкий. Сердце доброе и великодушное. Прямой и простодушный, он никогда не фальшивил и потому терпеть не мог людей лукавых и заискивающих. Вот видя вот такие мытарства родителей, Бичурин не пошел в белое духовенство. И Амвросий Подобедов ему посоветовал пойти по стезе черного духовенства, где можно достичь высоких статусов. И действительно, когда ему дали звание архимандрита, чин архимандрита, церкви должны были звонить в колокола, когда архимандрит заходил во двор церкви. Или лайф я была, может, была, вот, монахагайда, вот, теп солдавы, жак, карьера, пызык, шу, ужылны. Мен була чыгагалы бар. Хозин ялне ашы вырне таврыначы, эмеребех шлезе бурначы, анжақта Китайра пулаймашы, Китайларан вырысла кушараймашы, пызыгы сем, шанбек премизем, Демидов премизем, Демидев дилеймеші. Вот пуласлық чынақта ол, оны жөлі хойне еверлі, урухла шаврынза дуғар ялды падышқы зеннен жен. Его назначили настоятелем Иоанновского монастыря в Казани. А чтобы быть настоятелем, надо наять, знать богословие, толковать, разъяснять монахам и показывать свое превосходство в этих делах. Соответственно, он и с этим справился, поэтому-то и выбрали его. Отправили в 1801 году в Иркутск в качестве ректора духовной семинарии и члена консистории. Он дюхне, она был пулат 22-6, андяхта ректор зене, он дюхне выдручилдан шамрики зене лартмала марбулна. Шамбада ширзагварат ученый зем калаша, onun шулне хушсабаны тезе. Шамбек был 22 Катя, тен семинарий ректоры ползадрат, тогда Иркутскре монастырин ердущий ползадрат. Тенбе бажақ шығын мanja была, хойн пулыжу ши дезе Андриан Иванов ятла пулыжу жайы загаят иккен. Анжақта ол немле Андриан да булман, ол хер булна, Наталья Иванова булна. Шакна семинаристым туйза илеші, сизеші, сықлашы. Бурсызым, пілеші, ол хер булдыне бірі бұғашы де сүрежінжен. Иккен Андриан Иванов шишне, варым шишне тура задрат херарым булна, хер булна. Шаун бада синода явап ярашы.
Тобольский семинарин Бриндигене был забрать. Знаменский монастыринже, Тобольскинже был ишлет. Шава кадалла Китая каймалли миссии делегации хадырленде. Шав миссии бушлыхне бичурина коллегам а в России дамандыват. Никто не подозревал, что иркутский архимандрит станет главой 9-й духовной миссии. В 1805 году был назначен главой 9-й духовной миссии Аполлос. Проблема в формировании состава 9-й духовной миссии. Пытались подобрать человека на пост начальника духовной миссии, но не хотели ехать. Боялись ехать в чужую страну, где даже язык не знаешь. Да? Соответственно, там еще климатические условия совсем другие. Но в ходе продвижения этой миссии в Пекин посол этой миссии Головкин изменил свое решение, и вместо архимандрита Аполлоса был назначен архимандрит Вознесенской церкви Иоакин. Он его называл человеком светским и талантливым. Но это было действительно, потому что он прекрасно знал языки, ну, естественно, классические языки. Он великолепно говорил по-французски. Вот. Он, ну, китайский он, конечно, выучил уже будучи в Китае, но, тем не менее, он вполне мог вот в светском обществе общаться. Он был очень образован, он прекрасно рисовал, он был замечательный рисовальщик. И Адорадский, и другие говорят, что он был очень динамичный, очень деятельный, живой, энергичный человек. Вот, можно сказать, Божий дар такой у него. И эта энергия проявилась и в изучении других языков, и в освоении разных учебных программ. И поэтому он выделился, попал на глаза, его представили вот этого Амвросию Подобедову. Он как раз всю жизнь помогал ему. И как раз он и рекомендовал в качестве главы или начальника 9-й духовной миссии именно своего такого подопечного, да, которого он знал хорошо, как грамотного и эрудированного, тем более. Китайне шан беклегет был. Анжакта был килишмезен де булдарны тебіря была. Вот кунда манжут бала шуғышламалық болны. Мен жын ол килишні. Сымақсым, чывашшылгенде, сымақсым бе дүргіліне не тепілні болғалы бір. Шин дене де китайларан кене галы бір. Шин. Человек тет бір. Шавы Китай сымағы. Я онда үтті сымақсым, чан денезім. Шелен денезім. Таван чілгібе, ашамыш чілгібе, бірбекліксем курнағынды. Иркутскине гайзан, онда иркутскинже купцазым Китая товар илме жүрене тірлі халапсым галазагдартын елцен, оның кымылы тада да ұтларақ турдын шак Китай еннелі бұл. Дедушка был ученый и пользовался в ученом мире большим уважением и известностью. Он занимался переводами с китайского языка и сочинениями, которыми и составил себе имя знаменитого синолога. В Китае он был 2 раза. Первый раз он поехал туда в 1807 году начальником православной миссии и пробыл там около 14 лет. Во время своего пребывания там он с увлечением предался изучению не только китайского языка и его литературы, но и всей страны, ее нравов, обычаев, религии, истории и географии. Он так хорошо изучил этот язык, что мог свободно говорить по-китайски. Помню разговоры старших между собой, которые, вероятно, в шутку говорили, что отец Иоакинф не только говорит, но думает и даже бредит во сне по-китайски.
Говорили также, что лицом и манерами он стал походить совсем на китайца, и что после вторичного своего путешествия он уже окончательно окитаился. Слышала я, что второй раз он ездил в Китай в начале 1830-х годов и пробыл там почти 3 года. И в этот раз он уже был послан, собственно, с ученой целью, но с какой именно, не знаю. И в 1808 году он оказался в Пекине, и в течение многих лет до завершения своей миссии он занимался сбором ценнейших источников по китаеведению. Китайский язык создан на основе иероглифов, он совершенно другой, он очень сложный язык. И наш земляк поставил цель, и в течение 2 лет он изучил этот язык. Кашнишиннах хыйын ех тебезіне пілес келет пулмалла. Бичуринда в истории бе, географии бе, хузантен семинаринче вренне чухнех, интересленнескер, палла хунын ютчер живзембе палла жас кымыл булна. Но в начале своей карьеры в Китае он опубликовал катехизис, то есть вопросы и ответы, который фактически был переложением труда миссионера, итальянца, иезуита Франкати «Беседы в собрании ангелов». Вот так называлась это «Беседы в собрании ангелов». Это был катехизис, в общем-то, адресованный детям. Но, тем не менее, вот Никита Яковлевич Бичурин его опубликовал, ну и дальнейшая судьба, конечно, была достаточно непростая. Пәлне, пәлмәзәмдә чухланы, туйны. Штабыган түрек чуваш сымахня зәлдерген сымахсы. Маттилыран бушлаза, малданки дапхыр ди сымахсымды. Вот шак яблан де был хой туйны, чуны бе, интуиция биле, туйны булмалла. Фактически Бичурин – герой русской православной церкви в целом, потому что добровольно сам поехал в Китай. Это подвиг в то время, когда остальные, да, вот, церковники, получившие статус у себя на родине, не хотели выезжать. Сбору по сосенке из разных монастырей собрали состав, а монастыри отправляли самых негодных, да, вот как бы у них послушание идти туда. А самые, так сказать, неуважаемые, конечно, они проявили себя потом и в миссии. Бичурин, в общем-то, не очень много внимания уделял своей миссионерской деятельности, то есть прямым обязанностям, а занимался научной работой. Особенно тяжко стало от того, что деньги перестали, значит, привозить на содержание миссии в связи с войной 1812 года, потом с заграничными походами в 13-14 годах. И миссии перестали средства присылать, и, в общем, он был вынужден распродавать церковное имущество. И они вынуждены были перебиваться, да, с хлеба на воду. И уже не имея возможности выдавать жалования, Бичурин уже терял рычаги влияния на этих хулиганистых людей. Соответственно, они и пьянствовали, кое-кто там так и умер от пьянства, буянили. В зимнее время отец Иокинф почти всегда страдал от ревматизма и зубной боли, которая иногда бывала так сильна, что не давала ему заниматься. Приезжал он тогда с пластырем на правой стороне лица, начиная с виска, и носил его в продолжении многих недель, так как его снять было нельзя, а нужно было выжидать время, пока он начнет отставать сам.
Часто случалось мне просыпаться от болезненных его стонов. Любя дедушку со всей горячностью, на которую было тогда способно мое детское сердце, я не могла слышать их равнодушно. Вскочив с постели, босая, едва ступая, я пробиралась к дедушке и целовала его в голову и больную щеку. Во время периода зубной боли дедушка, прекратив на время свои занятия, развлекал себя картами. Он как составлял этот словарь? Встречался с местными жителями, писал на русском, те писали на китайском. В Китае владычествовали маньчжуры. Если бы Бичурин выходил к людям в официальной одежде, его признали бы как прислужника маньчжурской власти. Никто с ним по душам не разговаривал бы. Это не просто он играл такого простака, да? А именно ему для научных целей необходимо было общаться. И то, что его обвиняли, что он ходит в эти кабаки, где можно поговорить достаточно длительное время с человеком, не на улице же стоять. Садится, заводит разговор, и там на несколько часов можно разговориться, и, можно сказать, по-чувашски. Да? Вот надо по душам поговорить, можно и статус немножко свой приберечь, да? Отодвинуть. Соответственно, он очень умно поступал. Притом он собирал для коллекции, когда изучал китайский язык, разные вещи, предметы, вот эти листья, травы и так далее, и показывал китайцам, как это называется, как это записывается и так далее. Произошла смена этой миссии. Уже во главе 10-й миссии был известный архимандрит Петр Павел Иванович Каменский. Кстати, он был учеником еще 8-й духовной миссии в Пекине. И таким образом, по его, так скажем, примечаниям, по сути, доносу, началось уже в Петербурге по приезде 9-й духовной миссии судебно-следственное дело. Он видел, что в церкви пришли в ветхость, что многие хозяйственные дела миссии, они совершенно негодны и так далее. Каменский, как уже было сказано, сам был хорошим китаеведом, он сам знал достаточно и китайский, и маньчжурский языки. Но, тем не менее, по своей сути он оставался духовным чиновником. Который, в общем-то, поддержал все эти жалобы и, в общем, фактически подтолкнул вот это вот самое расследование. Оно, надо сказать, продолжалось несколько лет, 2 или 3 года. Бичурин пытался вывести их на христианский путь. Читал проповеди, проводил службы и так далее. Но эти уже, фактически, можем сказать, деградированные албазинцы, потомки албазинцев, приходили в церковь только для того, чтобы получать подаяние из кассы миссии. Что стало причиной все-таки данного следствия? Из судебно-следственных материалов нам удалось выяснить, что между отцом Иоакинфом и архимандритом Петром были натянуты отношения. Это мы видим из черновых записей, которые сохранились в судебно-следственном деле. Видимо, они были приобщены в ходе обыска и приобщены к данному следственному делу. По записям, сделанными собственноручно с отцом Иоакинфом, видится следующее. В документе говорится, что при первом свидании я, то есть отец Иоакинф, почитал его, архимандрита Петра, как гостя старшим местом. Но сие место, по его понятию, почиталось низшим, как столько был огорчен сим, что вечеру того же дня обошел кельи старых иеромонахов и везде объяснялся, что не оказывал ему должного уважения, что он послан в Пекин с большими преимуществами против прежних миссий. Управляли-то его зачем? Вести миссионерскую деятельность, обращать в православную веру жителей Поднебесной. Вот. Он это как-то так вот практически не делал. Не секрет, что Тимковский издал свои записки о своем путешествии и при этом использовал материалы Иоакинфа. Это всем известно, об этом многие писали, но данное письмо, небольшое по своему содержанию, рассказывает о том, что как раз Егор Федорович Тимковский возвращает
использованные им значит, рисунки и передает обратно отцу Иоакинфу. При этом он сообщает, что предлагает отцу Иоакинфу сделать небольшие дополнения к этим рисункам и тем самым продать за хорошую цену заинтересованным лицам. Ну, как раз это упоминается, если можно привести здесь небольшой отрывок из этого письма, что к нему должен явиться молодой человек. Получается так, что уже по приезде в Санкт-Петербург, когда уже шло следствие, отец Иоакинф передает данные рисунки, и они, на наш взгляд, потом оказываются в Российской публичной библиотеке. Вообще было отправлено их 11 человек, но в живых остались вот по пребывании почти 14-летним всего 5. И вот эти 5, они вернулись вместе с Бичуриным и были преданы суду Священного Синода. Скажем так, правильно вести административными делами духовной миссии, что он не соблюдал обряды, то есть не совершал положенные обряды в церкви, и в том, что, что один из учеников миссии, некто Громов, если мне память не изменяет, покончил с собой. Результатом этого стала Валаамская ссылка. Часто после обеда собиралась веселая компания, и на парных санях все отправлялись к дедушке пить чай и убить вечерок. Иногда же тотчас после завтрака та же компания отправлялась на стеклянный завод, откуда на перепутье всегда заезжали к дедушке, чтобы пообогреться. Гостей он встречал весело и приветливо. Являлась вкусная закуска, чай, вино, а иногда и шампанское. Случалось, что проводили у него целый день. Помнится, мне не раз играли у него и в карты, в которых принимал участие еще какой-то монах, за которым посылал дедушка. Подавали у него зеленый чай. Чай у него был превосходный. Он получал его прямо из кяхты и одаривал им своих хороших знакомых. В углу комнаты стояли большие ящики с чаем, обитые шелковой материей с изображением китайцев. Это был достаточно, очевидно, трагический момент его жизни для его такого духовного состояния, потому что книг у него не было. Но если брать, скажем так, квалификацию наказаний по духовной линии, это было уж не такое тяжкое наказание. Вот эту свою первую книгу «Описание Тибета» он готовил, будучи на Валааме. Факт остается фактом, что книг он с собой не брал, поэтому он, собственно, был отрезан от научной работы. Было несколько его друзей, которые включали, естественно, прежде всего Павла Львовича Шиллинга фон Канштадта, его близкого друга, с которым он действительно и общался много, и ездил в сибирскую экспедицию вместе с ним. Да, он работал, они вместе находились в Кяхте, это было в 1830-31 годах. И он делал все вместе с Егором Тимковским, чтобы вернуть этого опального монаха в Санкт-Петербург. Был еще Федор Павлович Аделунг, который также оказал достаточно большое влияние на то, чтобы Никита Яковлевич Бичурин, отец Иоаким, проведя на Валааме 3 года, вернулся в Петербург. Они ходатайствовали перед графом Нессельроде, министром иностранных дел, ходатайствовали перед царем, перед Святейшим Синодом, чтобы отец Иоаким был освобожден из этого заточения. И это осуществилось, хотя Синод не разрешал, не давал положительного ответа, но при смене царей это удалось. Сам дедушка гулял много и ежедневно и часто брал с собой меня и брата. Ходил дедушка всегда скоро и быстро, так что мы едва поспевали за ним. Вместо шляпы носил он белую волосяную плоскую фуражку с большим козырьком. Нижнее белье было у него тоже из китайской материи. Ходил он с палкой, подобную которой мне больше не случалось видеть. И если ее поднять и махнуть сверху вниз, то из конца ее выскакивал довольно большой кинжал. Эту палку он привез из Китая и прятал ее далеко от детей,
никогда не забывая ее у нас. Он пишет уже более торопливо, и, по идее, вот мне кажется, что вот видно, как один вид почерка переходит в другой. Это летопись Китайской империи, вот он называет Юйпхи Цзэджи Тхундин Ганму. Значит, Юйпянь Цзэджи Тхунтянь Ганму. Вот, это так называется по-китайски, но у него была своя система транскрипции. И видите, тут тоже вот почерк, он явно почерк такой же, как и в нашем четверокнижии китайском. Ну вот, и он, видите, переходит совершенно плавно в рабочий почерк, много зачеркиваний. Вот эта вот летопись, она на самом деле насчитывает 18 томов, и все они были подготовлены к печати в 50-е годы сотрудниками института. Но она не была опубликована, поскольку все-таки комментарии остались незаконченными. Первую Демидовскую премию он получил в 1834 году за книгу «История айратов», калмыков, большой опыт в составлении словарей русско-китайского, китайско-русского и других языков позволило Бичурину написать книгу «Китайская грамматика», которая в 1838 году была удостоена Демидовской премии. Затем третью премию в 1842 году получил за книгу «Статистическое описание Китайской империи». Поэтому здесь надо отметить, что даже уже признание отца Иоакинфа по его трудам уже началось задолго до возвращения уже в Санкт-Петербург. В 1819 году отца Иоакинфа избрали член-корреспондентом Российской императорской академии. Первая книга Никиты Яковлевича Бичурина вышла в 1828 году. И вышла она благодаря Зинаиде Волконской, которая помогла финансово выпустить эту книгу. А Зинаида Волконская Никита Яковлевич Бичурин познакомился, кстати, еще до отправки в ссылку на Валаам. По его трудам создавались рефераты, и в 1831 году эти рефераты были зачитаны в Академии наук Франции, и, соответственно, по рекомендации выдающихся французских ученых Никиту Яковлевича Бичурина приняли в азиатское общество, действовавшее в Париже. Работал он по китайским источникам. Причем свои труды он начал составлять уже будучи в Китае, и привез с собой 400 пудов книг и своих рукописей. То есть библиотека Бичурина, она во многом сформировала и китайскую часть нашей библиотеки, Института восточных рукописей, который назывался в ту пору Азиатский музей. Много говорят про дружбу между Бичуриным и Александром Сергеевичем Пушкиным. Правда, некоторые пишут, что он был просто знаком, но просто знакомиться, поздороваться и разойтись – это одно, а другое – Бичурин дарил свои книги Александру Сергеевичу Пушкину. Первая книга «Описание Тибета» и также «История об айратах и калмыках» с дарственной надписью «Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения». Давал материалы для написания Александром Сергеевичем Пушкиным истории Пугачевского восстания. После смерти брата его Корсунского он взял на себя полностью обеспечение его семьи, своих родственников. То есть он свою семью знал и, в общем-то, любил их. Это, прежде всего, он создал мировую науку, синологию, востоковедение, ориенталистику. Первые же его труды, описание Тибета, записки о Монголии, описание Пекина, история первых 4 ханов дома Чингисова, сразу же оперативно были переведены на французский, немецкий языки. По ним составлялись рефераты.
И европейские ученые даже не постеснялись заимствовать у него, цитировали очень в большом объеме. И сегодня, можно сказать, даже по сегодняшним понятиям занимались плагиатом, публиковали отрывки из его сочинений для своих изданий, в своих изданиях, под своими фамилиями. Возможно. Но он действительно, он не чувствовал себя бедным человеком, он жил в достатке. Но это, как бы, во-первых, он был монах, и тут была такая определенная социальная защищенность. То есть неопределенная была социальная защищенность. И фактически он, в общем-то, он не бедствовал. Пинде сагарчер херах хемеш шулзен бешнелле, ол хойынде кезех темезе жулдан хойде вилет, вара ол хош бір генегезене хузан тен академине да семинарине парнелет, изегилесше. Шау изегилне генегезем хушинже, тенезе гемала тенеге дупрум. Ол чаваш челхин грамматикке. Был достаточно тщеславен. Может быть, он просто хотел сделать более яркую карьеру, потому что, в принципе, это был вот по своей натуре, вот при всем при том, что судьба у человека сложная, он, в общем-то, был государственник, в том смысле, что он ратовал за нашу науку. И он себя хотел на поприще, какому он даже поначалу не определился, но все-таки он хотел себя ярко проявить вот именно вот на благо тому делу, которому он служил. Умирал он в одиночестве. По воспоминаниям Моллер, он жаловался на то, что его не кормят, что ему холодно. И даже о его смерти друзья узнали только из газет, по некрологу. Монахи никого не известили даже о его смерти, хоронили его только духовники, и на его надгробие они поставили простой, обычный деревянный крест. После открытия школы китайского языка в Кяхте во время двух своих поездок Никита Яковлевич Бичурин посещает своего друга в Петровском заводе Бестужева Николая Александровича, с которым он познакомился еще до отправки в ссылку на Валаам в Санкт-Петербурге. Николай Александрович пишет его портрет акварелью и дарит ему четки из своих кандалов.